решил вдоль дороги еще грибы вот такие мелкие пособираю. На крупные смотреть даже не стану. Для соления тоже волнушки есть, но другой раз. Какие огромные красавцы. Сфотографировать тоже надо. Капец. Ой, это да. Вон везде. Красные шапочки. Красные шапочки. Чуть крупнее, уже гнилой. Ну все. Набрал на жареху. Идем дальше. Улетел. Улетел. Короче, дробь хорошо легла на утку, а не попал. Двух видел. Один в той стороне был, а другой вот плыл. Бля, не спеша так четко выстрелил и не попал. Что-то заводской выстрелил. 5-й номер. Так что заводские патроны даже, возможно, и тоже, как сказать, роль большую играют. Убойной силы мало или еще какая-то вот. Но явно вот просто на утку вот легла дробь. Чирок был. Ладно. Вот сегодня я вторую утку здесь подбил и уже опять, может, в конце, которые сидели, они вот время прошло и снова подлетели. Ладно, не наши утки, что поделаешь. Не каждый выстрел удачный. Но было интересно. Так четко подошел. Потом увидел, услышал, увидел, камеру одел, включил. И вот так вот все получилось. Так что, как и говорил, утка не с крыльями. В одну сторону проверил, обратную сторону лучше тоже проверять озера. Также тихо идти, не спеша. Ладно. Немножко уже осталось. Сейчас уже фотоловушка будет. Фотоловушка у дороги стояла. Думал, здесь кого-то поснимает, лису или еще какой зверь пробежит. Может, волк. Вот она, фотоловушка. Прямо на дороге. Вот. Все сниму. Не знаю, кто-то видел или нет. Самое главное, он на месте. Не ушел. Вот и все.
Зарядка, не знаю, закончилась-то или нет, хрен пойми. Да вроде включается. Сейчас выключаем. Ребят, в избушке проверю и уже расскажу, что-то там есть или нету. Все. Это уже потом на вторую избу увезу. Больше здесь оставлять не стану. Труба еще дымит. Сейчас отпущу Тулана. Между прочим, сегодня вообще не лаял. Тишина. Отпущу, больше уже на цепь не буду сажать сегодня. Пусть гуляет, нагуляется. Вон он бездельник встречает меня. Тула! Тула! Ой, опять хромаешь, что ли ты? Тулан. Прошлый поход тоже самое было. Вяла себя, потом вел. Опять что ли кто-то укусил тебя? Сейчас отпущу. Сейчас отпущу. Ругает меня. Фу. Ну вот и все. Вообще отлично, чай горячий. На печи оставил чайник. И печка топится. В горле пересохло. Сейчас в первую очередь, ребята, съезжу я за дровами. Еще одну машину привезу дров. И после этого пойду я еще ягоды черники пособираю. Основная задача на сегодняшний день. Сейчас гляну, что-то есть, нету тут. Конечно же, если есть, я сразу вам выложу, посмотрите. У меня пароль тут стоит. В принципе, сработало все. Кто, когда, на чем ездил, я все это прекрасно вижу. Какие машины ездили, как ночью и днем, и на велосипедах, я смотрю, ездят. Только люди ходят, ездят. Зверей, к сожалению, птиц нет. Только все сработки на на транспорт. Все сработало. Все сработало, да. Ладно, дома я еще посмотрю. И если есть что-то, вот скажем, какой-то зверек или птица, то обязательно вы увидите. А людей я выкладывать не стану. Хоть еще какие-то удивительные кадры. Тулан захромал. Еле ходит. Ну что, ребят, вот они дрова. Съездил до той елки, что я вчера показывал. В лесу лежал он. Огромные чурки вон такие. Вот. Спилил. Не смог закрыть вот этот борт. Так и приехал. Заправку спилил. Ровно заправка ушла. Там вершинка осталась метра 3, наверное. Ну, самый конец. И камлевая сторона. Вот это уже крайние чурки. Там камлевая сторона еще где-то 3,5 метра осталось. Вот, все спилил, все привез. Сейчас чуркам вот сюда буду складывать вот эти чурки. А там у меня по 2 чурки, ну, такие, как бы, камли, большие чурки. Потом уже сюда спущу и напополам. Здесь вот эти готовые чурки уже, которые тяжело было из леса таскать, и уже сразу спилил. Где-то сантиметров, грубо говоря, 30. Вот это сюда сложу, а остальные, наверное, вон туда выгружу, вот сюда. Здесь спилю и в этот ряд заполню. Ну, посмотрим, сколько получится. В общем, заправка дров
Здесь, наверное, до крыши первый ряд точно будет. Вот, иди туда. Вот правая лапа у него что-то случилось. Вчера нормально еще вечером было. Переночевал и... Блядь, каждый поход что-то с ним случается. В прошлый раз тоже. Неделю он отлеживался, что-то... Может, кто-то кусает его. Он хромой, смотри. Практически ходить не может. Не знаю, что с ним. Постоянно что-то происходит. Вот, ладно, надо работать. Наверное, ну, камеру не брал с собой, не хотел отвлекаться, как я там пилю эти дрова. А потом, в конце работы, блин, надо было, конечно, взять. Но фотографию сделал там. Такая красивая распилка там, чурки лежат. Такой вот. Ну, другой раз. Я не один фильм уже снимал, где я пилю дрова. Прям чурками они будут тут сохнуть. Наверное, еще раз колоть некоторые моменты надо. Так. Чурки добротные, хорошие, большие. Да, расколоть, потому что не вылезает. Колется хорошо, прям идеально. Прямослойная елка. Елка прямослойная, нормально колется. Не все елки так быстро расколешь. Вот и все. Раз.
полностью, конечно, на этот ряд не заполнить. Маловато будет. Ну, посмотрим, спилю, чук-чук-чук-чук, на чурки. И буду складывать также. Он, в принципе, он сухой. Древесина сухая, вон трещины есть. Видно, чуть-чуть отсырело, на земле лежал. А так он сухой. Так что, думаю, сразу уже можно и топить. Загорится он. Какой плюс в этих дровах? Именно елка. Вот в этом году. В прошлом году у меня сосна была, там заготавливал сосна и немножко берез было. В этом году в основном елка. Плюс в елке это мало дыма. Когда на мангале варить, сосна он коптит очень сильно. А елка, ну, еще вещь. Так что хорошо, что мы не поленились, съездили, заготовили. Погода хорошая, без ветра сегодня. Вот. А эти пока так оставлю, пускай так лежат. Они сырые, негодные. Их только вот поддерживать огонь, поддерживать тепло. И то уже как бы не очень качественные дрова. Лучше вместо этого свежую березу подкидывать. Береза, я не знаю почему, он сырая, но она горит. И жар поддерживает хорошо. Это хлам. Тулан вон там лег возле будки. Наверное, на цепь его посажу, чтобы лишний не ходил. Или пускай так лежит. Не знаю. В общем, пиздец. Собака опять заболела. Она. Каждый поход. Я не знаю, что с ним происходит. Вчера еще бодро бегал, там вообще практически не приходил. Кто-то кусает, наверное, и все. Заклинивает он. Что-то происходит с собакой. И аппетита нету. Ни хрена не ест. Это надо оттуда. Я сейчас вылью на кастрюлю. В сухомятку хлеб сегодня дам и все. Не ест ни хрена. Лежит. Лапу проверял, вот эту лапу. Вот здесь болячка какая-то. Клещи там смотрела, осматривал. А? Где у тебя? Где? Ну, Петулан. Что-то все время с тобой происходит неладное. Собака хорошая, но не знаю, постоянно что-то с ним случается. Судьба, наверное, у него такая. Да, Тулан? Судьба у тебя такая. Опять домой поедет, будет отлеживаться. А, Тлан? Успеешь ты свой кардан. Ладно, сейчас я это вылью. Такая каша вкусная, блин. И не съел даже с хлебом ничего. Куда-нибудь мышам, наверное. Мышам оставим гостинец. Мышам вылил. Полосну кастрюлю. Сегодня очень жарко. Опять лето нам пришло. Того и бойся, чтобы водка не испортилась, грибы не испортились. В такую жару. Вот так вот. Чайник закипел. Тут, ребят, у меня картошка в мундире. О. Чищу рыбу. Сейчас закончу и будем уже завтрак, обед будет. Добавлять не стану. Жар вполне достаточно.
Ну вот, наконец-то я сел за стол. Время. Бля. 12:56. Не знаю, сегодня успею, нет, я чернику собрать. Картошечка. Все здорово. И консервы. Консервы сардина атлантическая в томатном соусе. Это консервы, ребят, с прошлого похода, которые оставляли нам Никита, так называемый подписчик. Даже и не подписчик, думаю, он, а этот, как сказать, просто в избу приезжали на велосипеде, я разузнал все. Вот, томатную, ну, соусе. Так. Вкусно такая свежая картошка. Там, короче, из Сыктывкара приезжали на велосипеде. Они хотели дальше съездить, но у них не получилось что-то. И они здесь переночевали. Ну, не знаю, сколько дней они тут жили. Вот. Я и вспоминал, кто-то мне это говорил. А действительно, я вспомнил. Это, наверное, мне рассказывала Татьяна Васильевна. У кого сын тоже там был. Он и рассказывал. Она и рассказывала. Я никак не мог вспомнить. Но никак. Потом уже, когда я серию выложил с распаковкой, вот это обзор того, что вот здесь на столе было. Вот тогда мне ВКонтакте Татьяна Васильевна и написала, что у нее сын, вот Лука, что у нее сын вместе с коллегами был поход на велосипед или что там. И они ночевали вот тут. От Лука такой, ой, вот это да. Свой лук такой жгучий, блин. Мы вот выросли на картошке. Хлеб, картошка, мясо, рыба. И куда бы мы ни ехали в путешествие, все равно свое родное, вот хоть картошка в мундире, она намного вкуснее, чем вот что-то другое. Ну, человек привыкает к своей еде. Так. Консервы вкусные тоже. О, блядь, слезы прям текут. Вот это да. Лук, конечно. У меня там мало осталось гигабайта уже. Много снимать не стану. Вот такой у меня обед. Сейчас я дочищу рыбу. И, возможно, еще схожу за ягодами. Хотя бы 5 литров, если наберу. Чтобы уже пустым не ехать. Что-то надо, какие-то ягоды собрать. Сейчас покажу, какой улов. Сегодня у меня плотвичка вот такая хорошая. Вот. Ну и окуни еще. Вот такие рыбины. В прошлый раз были как же, караси и щука. Сегодня у нас окунь и плотва. Вот такая рыбалочка. Рыбалка и охота сегодня удалась, будем считать. Так, ладно, сейчас я это уберу от солнца там. Вот этот туист, так называемый,
перезагружаю, не буду солить. Приеду домой, сразу заморозить. Надо, жалко, что нету у нас здесь такого холодильника. Надо что-то придумать, потому что, блин, вот резко так потеплело. И хранить, вот, скажем, утку, рыбу и, скажем, осенью рябчиков. Очень поедешь на несколько дней, и на тебе погода резко изменилась, потеплело. Вот, ну ладно, дальше свои дела делаю. Напарник отдыхает, устал. Накормил бездельника. Хлеб съел вот так, сухомятку. А кашу нет. Потом дома нормально еще накормим. Вот вроде сейчас начало оклематься. А то вообще он хромал утром. Тут немножко убрал тоже граблями. Ну вот, ребят, не думал, но второй ряд тоже заполнил полностью. И эти дрова мне надолго хватит. Все, в этом году больше, в принципе, заморачиваться с дровами я не стану. Хватит. И на осень, и на зиму там тоже чуть-чуть, блядь, с наклоном. Надеюсь, не свалится. Не должно. Упорно она сделаю. Вот этот поставлю. Так. О. Все. Больше никуда. В ту сторону точно не свалится. В эту сторону что-то второй ряд наклонился. В перебор я внутрь загрузил. Вот так, ребят. Поход дрова получились в этот раз. Ладно, сейчас, наверное, еще схожу. Хоть 5 литров, если не надоест, соберу черники. Если она есть тут поблизости. И все, буду собираться. На вторую ночь оставаться не стану. Потому что у меня и рыба, и утки, и надо увезти домой, это испортится. Вот. Пилу все это здесь оставлю пока. Да у нас ничего никто не трогает. Хоть просто вот так оставляй. Я уверен, никто не тронет. Сейчас не такое время, как раньше. Все подряд забирали. Так, ну-ка. Ну где-то, наверное, минут на 40 еще осталось съемкой. Ладно, давайте встретимся уже, как я буду собирать ягоды.